Касаемо событий во Франции, здесь можно сказать, что руководители, лидеры чеченской общин действуют, я убежден, правильно. Они апеллируют к власти, они апеллируют к общественности. В то же время я бы подсказал бы им поступить следующим образом. Но до того, как дать какие-то свои рекомендации, я бы хотел бы кратко напомнить историю вообще возникновения и усиления вот этой проблемы во Франции, именно связанная с наркотиками, с наркодилерами. В свое время, когда Саркози был министром внутренних дел, еще с тех пор это по его поддержке начали эти бандиты укрепляться и крышевали вот этот бизнес именно непосредственно работники полиции. А потом уже, когда Саркози стал президентом Франции, вот тогда и административный ресурс на уровне мэров, пэров и других административных руководителей подключились. И вот эта коррупция, она очень серьезна в отдельных, определенных структур власти, исполнительных органов власти и, без сомнений, полиции, они связаны с наркодилерами, и они совместно проводят вот это все, что творится сейчас во Франции. Чеченцы, без сомнения, это уже абсолютно разные, независимые эксперты, независимые ученые, которые занимаются исследованиями. Они давали оценку этому событию, они говорили, что чеченцы вот в этом конфликте выступают не как сторона, претендующая на какое-то воздействие или влияние, или участие в наркобизнесе. Они защищают свои семьи, они защищают не только себя и свои семьи, они защищают и французов, и других людей, которые проживают там. И вот в связи с этим я бы порекомендовал бы чеченцам, кавказцам, собственно говоря, и русским, которые проживают во Франции. Во-первых, прежде всего, вы должны встречаться по всей Франции, прям проехать и принять участие во встречах с арабами, в мечетях, где есть люди верующие, где есть люди, которые не имеют никакого отношения к наркобизнесу. Вы должны там показать и фактически доказать, что вы защищаете не только чеченцев, вы защищаете нормальных людей, вы защищаете те проблемы, которые вы отстаиваете, и вы пытаетесь решить те проблемы, которые сегодня существуют во Франции. Это во-первых. Во-вторых, обязательно то, что делают руководители чеченских общин. Да, они делают, они очень много делают, но это очень мало. Каждый чеченец, каждый кавказец должен там, где он проживает, обязательно говорить с французами, с этническими французами. Вы должны докричаться до них и довести до их сведения, и чтобы они понимали, что вы защищаете общество, французское общество, и вы своими действиями как раз делаете все для того, чтобы было хорошо в равной степени не только чеченцам, кавказцам, но и всем гражданам Франции и тем, кто проживает во Франции, чтобы было хорошо. В этой связи я категорически рекомендую, вам необходимо, то есть чеченцам, ихним лидерам, руководителям каких-то организаций, вам необходимо выйти на связь и наладить свои взаимоотношения с политиками. Вы должны построить вот эти, я видел, кое-где проводились пресс-конференции, встречались с прессой. Журналисты, они в некоторой части и журналюги, они обслуживают те же наркокартели, те же наркобизнес. И поэтому, не без того, и среди них есть тоже и честные, вот этих людей, и честных, и правдивых, вот этих людей надо будет находить. И среди спортсменов. Франция – это страна с потрясающими традициями спорта. Франция – это страна, где есть сейчас прямо по памяти можно очень многих спортсменов называть. Возьмем того же биатлета, известного во всем мире, Мартена Фуркада. Это был борец, чтобы не было допинга в спорте. Если он не терпит допинга в спорте, значит он не терпит
в обществе, французском обществе, европейском обществе и наркотиков. Вот этот, вот как раз какое-то обращение к Мартену Фуркаду, к Мари Дорен Абер и другим известным спортсменам. Они могут подключиться, они могут стать частью вашей борьбы для того, чтобы вы смогли бы отстоять свои права. Очень коротко скажу, вот эти угрозы, что сейчас чеченцев депортируют, там еще кого-то, это болтовня, это угрозы, дальше угрозы они не пойдут, там огромнейшие процедуры, во-первых, нет оснований, чтобы чеченцев выселить, для того, чтобы их депортировать, а Франция должна была его правоохранительные структуры должны были обеспечить безопасность чеченцев. Чеченцы не где-нибудь там подобранные, чтобы вдруг захотели, выбросили или выгнали, или депортировали. Это тоже не пойдет. Есть законы, Франция часть Европы, есть европейские законы, которые защищают интересы и французов, и чеченцев, и африканцев. Поэтому вот на эти пустые угрозы тоже поводиться нельзя. И в заключении я хотел бы так это все собрать, вот, наверное, в едином предложении подать, что необходимо с духовенством, касаемо того, в мечетях с арабами, с арабскими духовными лидерами, шейхами надо встречаться, они должны стать частью вашего актива, они должны с вами стоять, потому что они тоже против наркодилеров и против наркотиков. Второе, общество, гражданское общество, политики, спорт, деятели культуры, искусства, непосредственно этнические французы, они должны стать частью вашей борьбы, отстаивания ваших интересов. И последнее, наверное, самое главное скажу, говорите от того, что вы говорите по-чеченски, по-русски, и это все вращается в каком-то анклаве кавказском, это ничего не поможет. Вам надо говорить по-французски, вам надо говорить на немецком, вам надо на английском языке. Это все должно быть адресовано именно европейские страны, обществу немецкому, французскому, английскому. Они должны понимать, они должны стать частью вашей опоры, и чтобы они вместе с вами отстаивали интересы Франции и Европы.